Это дорога, ведущая в город Алашанкёй. Большинство зданий здесь построено менее чем 10 лет назад. Сила ветра достигает такого уровня, что, выходя на улицу, обязательно надо соблюдать осторожность. Ветер дует круглый год, от весны до зимы. Ветер такой сильный, что камни летят, а птица взлететь не может. Это присказка из Алашанкёй. В этом городе в среднем 150 дней в году ветер 8 баллов и выше. Деревья наклонены в одну сторону. Как люди приспосабливаются к таким ветрам? Почему здесь такие ветра? Если открыть карту, Алашанкёй находится между горами Илата и Барлык. Гора образует коридор длиной 90 километров, шириной 20 километров, природный горный проход. Когда ветер из Сибири проходит через этот коридор, он ускоряется, как стрела, вылетевшая из тетивы. Это эффект струйной трубы в аэродинамике. Из-за этого сильные ветры стали обычным явлением, и прогноз погоды стал особенно важным. Чтобы точнее получать данные, метеостанция запускает шары утром и вечером. Каким бы ни был ветер или дождь, запуск должен быть вовремя. При сильном ветре иногда запускают несколько раз. В руках у меня радиозонд. Его крепят к шару для получения данных и прогноза погоды. Радиозонд измеряет скорость ветра, направление, давление, влажность, температуру. Шар расширяется, затем лопается. Радиозонд передает данные через спутник. Прогноз погоды в Алашанкёй касается каждого. Метеостанция – главное подразделение города. В 1956 году метеостанцию построили в крайне тяжелых условиях. Жили в землянках, пользовались лампами на масло, пили щелочную воду, топили саксарулом. Все доставлялось на повозках. В 1958 году ухудшились отношения с СССР. Стройку железной дороги остановила. Ситуация стала напряженной. Метеостанция помогала контролировать ситуацию. В 1963 году создан отряд самообороны, охранявший границу вместе с пограничниками. Старшее поколение считало защиту страны и наблюдение за погодой своей миссией. Сегодня Алашанкёй – важный узел новой евразийской магистрали нового шелкового пути, ближайший к Европе транзитный путь. Более 9000 поездов проходят здесь ежегодно. Обеспечение их движения – главная задача метеорологов. Метеослужба обеспечивает экономику и жизнь людей на западных уйгурских воротах страны. Алашан на уйгурском значит «цветущий». Память людей о старом Алашанкёй – это ветер, камни, пустыня. Теперь по обеим сторонам дорог зеленые аллеи. Город больше не пустошь.
Город, выросший благодаря метеонаблюдениям, стал яркой звездой в пустыне. А метеорологи остаются верными стражами этого уйгурского города на Великом Шелковом пути.